С парадоксальной ситуацией столкнулись морские фермеры Приморья. Теперь их деятельность по выпуску молоди гидробионтов на своих рыбоводных участках приравнена к сбросу промышленных отходов или выпуску канализации. Именно так интерпретирует теперь территориальное управление Росрыболовства по Приморскому краю необходимость соблюдения ветхозаветного постановления Приморского краисполкома от ноября 1974 года, которое называется «О признании водных объектов Приморья памятниками природы». Логику советских исполнительных органов власти можно понять, взглянув на перечень природных памятников. Это озера, водопады и приостровные территории. На них советская власть запрещала рубить лес, копать шахты и карьеры, сбрасывать в воду промышленные отходы и сточные воды. И вот тут внимание. Совершать иные действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных объектов. Более десятка аквакультурных предприятий на юге Приморского края теперь не имеют права культивировать гидробионты, поскольку в естественной природной среде такой опеки за гребешками и трепангами не существует. Люди, которые не первый десяток лет занимаются марикультурой, в недоумении. Никто никогда и не вспоминал об этом постановлении о природных памятниках. У них заключены договора, выданы охранные свидетельства. Теперь вся законность их деятельности под сомнением. Не будет развиваться аквакультура, пока не будет нормального законодательства. Все нужно привести в соответствующую норму. И чтобы инвесторы, если такое будет у нас твориться, ни инвестор сюда не пойдет. Просто не пойдет. Ни свой, ни тем более зарубежный. Да. А мы хотим что? Вот, например, на нашей акватории, пусть я получу меньше продукции, но она будет наша. Она будет, как дикая, в дикой природе. И мы же, россияне, будем ее кушать. Вот. Что от этого плохо? И мы сохраним все это. Мы не против того, чтобы охранять. Мы обязаны даже охранять эту территорию. Мы подписали договор. Я не пойму, что от нас хотят. Ситуация настолько парадоксальна, что ею заинтересовался полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Была даже проведена закрытая видеоконференция с участниками неожиданного конфликта. О ее результатах пока не сообщалось. Видимо, полпредство собирает больший объем информации. Мы сейчас работаем много лет, с ДОРА, с ТИНРО работаем. У нас самый изученный участок в России. Вот. Все течения там, все, абсолютно все. Вот. Мы мониторим это. И мы стараемся сохранить это все в том виде, чтобы и потомкам досталось. Поэтому я хотел, чтобы, конечно, государство, оно взялось нам помогать, помогало по-настоящему, а не ставило препоны.